Патруль радио Ростова. На улицах города. Слушай прямо сейчас. Резкое падение рубля в условиях дешевеющей нефти и санкций вынуждает продавцов импортной одежды и бытовой электроники поднимать цены. Правда, пока это происходит не сильно заметно. Во-первых, многие компании успели заключить договора на поставку товара заблаговременно, при благоприятной конъюнктуре. Во-вторых, продавцы опасаются потерять покупателей из-за резкого скачка цен. Поэтому стараются удерживать подорожание даже в ущерб собственной выгоде. Вдобавок, ситуация осложняется падением покупательского спроса. В ожидании приближающейся рецессии россияне предпочитают экономить, нежели тратить. Минфин объявил, что в будущем году зарплата у бюджетников вырастет только до уровня инфляции, а не на 10-15%, как планировалось ранее. Не растут доходы и работников коммерческого сектора экономики. По прогнозам экспертов, уровень жизни у большинства в ближайшее время будет только падать. Хуже всего придется россиянам, кто за чертой бедности и вынужден рассчитывать лишь на прожиточный минимум. Во втором квартале этого года он для трудоспособного гражданина составлял 8483 рубля в месяц. Из этой суммы чуть больше 3500 рублей рассчитаны на питание. А чтобы люди понимали, на что именно нужно тратиться, составлена потребительская корзина. Студентка журфака ЮФУ Алена Мурзина попыталась уложиться в установленный государством минимум и выжить. Суточные на еду составляют 126 рублей, если разделить составленный государством минимум на количество дней в месяце. В набор предлагаемых продуктов попали 160 граммов мяса и 55 граммов рыбы. Судя по цене 95 рублей за кило, это мелочь вроде мойвы или сайры. Зато почему-то много места в рационе у молока. Его надо выпивать, по мысли чиновников, 3 стакана в день. Однако это только кажущееся разнообразие. На весь список, даже если купить его понемножку, понадобится в 6 раз больше денег. Причем качество при таком бюджете тоже непозволительная роскошь, так что баловать себя котлеткой из свино-говяжьего фарша получится не чаще 1 раза в неделю. Потребительскую корзину чиновники составляют с учетом того, чтобы каждый взрослый мог съесть 2500 калорий. Столько составляет суточная норма для мужчины трудоспособного возраста. В общем-то, это достижимо. При условии, что на завтрак, обед и ужин у вас вермишель 400 граммов в день. К ней кусочек масла, куриная ножка, 1 морковка, капуста, полпачки творога, 8 хлеба, 1 яблоко, ну и злополучных 3 стакана молока. А вот перед сном можно погонять чаек, но не более 1 заварного пакетика. Лишь так я уложилась в 126 рублей. О сбалансированности углеводов, белков и жиров в подобном рационе говорить не приходится. О витаминах и вовсе лучше забыть. Тут бы ноги не протянуть. Видимо, питаться правильно и экономно в представлении чиновников вещи трудно совместимые. Как следствие, возможны и проблемы со здоровьем. Однако расходы на лекарства прожиточный минимум почти не предусматривает. Разве что отказаться от некоторых других статей бюджета. Например, от ежемесячного похода в театр или трат на мыло и стиральный порошок. Все логично. Болеешь – сиди дома. Это наш корреспондент Алена Мурзина проводила эксперимент. Она пыталась уложиться в установленный государством прожиточный минимум, который едва достигает 8500 в месяц. В студии работали Денис Малышев и Борис Герасимов. Патруль радио Ростова. На улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии 220 0220.